Несмотря на морозное ноябрьское утро, оставив все свои дела, сотни людей со всей республики собрались возле Белой мечети в городе Сунжа. Все это ради того, чтобы воочию увидеть священные реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Люди продолжают пребывать нескончаемым потоком, ведь такая уникальная возможность, наверное, выпадает только раз в жизни. А тем временем вертолет со священными реликвиями на борту, преодолев расстояние более чем в 200 километров из Республики Дагестан, благополучно приземлился на площадке во дворе мечети. Взрослые и молодежь, старейшины и маленькие дети выстроились в коридор, чтобы достойно встретить сокровища исламского мира. Уважаемые друзья, дорогие братья, встречайте салаватом нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. 11 реликвий пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а также членов его семьи и сподвижников, аккуратно разместили в самом центре мечети. Каждая из них упакована в специальные ящики. Делается это для бережной перевозки, так как возраст реликвий достигает почти 1500 лет. Все, кто пришли сегодня в эту мечеть, а также старейшины из числа потомков пророка, благодарят Всевышнего за оказанную милость. نخ هماجی اوس شش میشش توی خماش خیمی کادر از تون خوب علیوس نخ همیش بکابیر نخ أخان دير صول داغستان نخ بيرش وقت شو قدر هدر تخن إس حماج أوز دايا حلص وكذا أوز خو بيرش ما ميخ باش ناخك مسك ديخر دواس حاميخ حاجة زيرت الشيء ميال ما بيشون إلش الحميخس ونضل إلش ويتك حوار سنة عندها يعني اشتتنيس خدلش ملاذ ليدي هوين دي شمبريت ويقي دي بركة حشتاق دي عم بكابيج ويدوش دي ملاذ الدين آخر ياقش وخان دي هنا وميخر ناهك دي هنا ديخر دي لور دي هنا وجلور بر جمت جلورير وي ازدل وي خزغلق دحوقر. Имам местной мечети Магомед Зугаев напомнил, насколько важно любить и восхвалять нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. По его словам, очень значим тот факт, что эти реликвии прибыли в нашу республику именно в священный месяц Рабиуль-Авваль. وی یب اوبهانس دل گدرزر تو بدر واشتق یوک مهتک تویر تو همون وی سوتر سخولی تحت دک بیت خوب بحث این وهم. Демонстрация священных реликвий в нашей республике стала возможной во многом благодаря активной поддержке Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Как отметил замминистра Гилани Паров, возможность увидеть своими глазами священные реликвии – это большое счастье и исторически знаковое событие для всего нашего народа. Наш министр Руслан Ширин-Султанович Волков, как мусульманин, как гражданин, как министр, он оказал содействие через фонд содействия развитию исламской культуры и образования, где он работал в Москве. Он оказал содействие в организации этого мероприятия. И дай Аллах, вот это вот, я считаю, что это знамение, чтобы вот эти вот святые вещи, и волос пророка Мухаммада, и его меч здесь, саллаллаху алейхи вассалам, это будет знамение, которое принесет единство нашему народу, принесет единство уммы, чтобы мы имели баракат от этого. Наконец настал тот долгожданный момент, который все ждали с нетерпением. В специальных перчатках очень аккуратно представители дагестанской делегации распаковывают священные реликвии. Волос, чаша и сабля пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, фляжка Биляла, кинжал Абу Бакра Сиддика, кольчуга Халида бин Валида, да будет доволен ими Аллах и другие. У многих наворачиваются слезы, видя все это вживую. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim,
He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Каждый из этих предметов находится на хранении у муфтия Республики Дагестан Ахмада Абдуллаева. Как утверждают представители из соседней республики, муфтий не считает их своей собственностью. Они являются достоянием всей мусульманской уммы и могут быть продемонстрированы всем желающим. Здесь идет историческая связь непосредственно всех тех нравственных, всех моментов хороших, которые были непосредственно шли от пророка Мухаммада, саллаллаху салям. И если мы их покажем молодежи, то они это воспримут быстрее, нежели чем мы об этом не будем говорить. Выставка священных реликвий пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, приурочена к 25-летнему юбилею Сунжинского исламского института. Уже завтра там пройдет международная научно-практическая конференция, на которой соберутся исламские ученые со всего мира. Выставка реликвий завтрашнего дня будет проходить в Белой мечети с 9 утра и до 10 вечера и продлится до 28 ноября. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.